Я думаю, что, конечно же, модель Политбюро 2.0 может транслироваться и на уровень регионов, во-первых, потому что у подавляющего большинства регионов есть какие-то свои кураторы или среди членов, или среди кандидатов, члены Политбюро. Плюс в регионах, конечно же, есть своя элитная жизнь, и, как правило, центрами влияния являются, помимо главы региона, который, естественно, является доминирующим игроком, крупные бизнес-группы присутствующие, ну, там, в частности, там, если мы говорим о Якутии, ну, понятно, в первую очередь это компания «Алроса», «Газпром», еще ряд других, так сказать, корпораций. Дальше это местное самоуправление, как правило, достаточно влиятельным является мэр столичного города. Ну, понятно, так сказать, для Якутии это мэр Якутска, который является тоже, так сказать, отдельным центром влияния. Ну и плюс, как правило, еще возникают какие-то дополнительные альянсы. Часто они на базе каких-то оппозиционных партий, ну, например, там в Якутии там особенно заметна «Справедливая Россия», в других регионах это могут быть другие партии, ну, например, где-то, возьмем, например, Северную Осетию, там вообще вторая по влиянию партия после «Единой России» – это «Патриоты России», потому что ее возглавляет просто уважаемый местный, так сказать, чемпион по борьбе Арсен Фадзаев. Ну, я знаю, что в Якутии тоже, так сказать, там различные виды единоборств тоже очень развиты, но, опять же, так сказать, в первую очередь это, наверное, борьба. Это вот тоже интересный момент, что часто вокруг таких вот каких-то видов спорта тоже создаются какие-то небольшие такие вот элитные группировки. Якутия, конечно, очень сильно зависит от крупных компаний, которые там находятся, и там, например, последствия той же самой аварии в Алросе, они тоже, в общем-то, являются таким фактором, который определяет и состояние бюджета и так далее. Вот. С точки зрения специфики Якутии я бы что отметил? Ну, например, на самом деле неожиданно высокую развитость интернета, там, мессенджеров и так далее. То есть если посмотреть, например, насколько развиты мессенджеры, в первую очередь для Якутии, наверное, это WhatsApp все-таки. Там, обмен там, какими-то новостями, создание там, каких-то групп по интересам и так далее. То есть вообще удивительно, что где-то даже там, в небольших населенных пунктах, как ни странно, там, где-то WhatsApp даже является более мощным средством массовой информации, чем там, традиционные там, газеты, телевидение и так далее. И, конечно, я считаю, что очень здорово, то, что вы открываете свой YouTube-канал, то есть демонстрируете достаточно высокий уровень технической продвинутости. Тем более, я думаю, что вот сейчас, если мы говорим о новых каких-то средствах коммуникации, ну, очевидно, что растут телеграм-каналы, ну и YouTube, я думаю, конечно же, еще не выработал свой потенциал. Я думаю, что то, что вы пошли в YouTube, это, конечно же, абсолютно правильное решение. Я думаю, что, конечно же, в 2018 году возможны досрочные уходы ряда глав, но в ситуации с теми руководителями, у которых срок полномочий заканчивается в 2019 году, ну, я думаю, что было бы логично дать им возможность доработать, ну и там дальше уже по итогам всего срока смотреть, насколько они действительно оправдали доверие и президента, и избирателей, которые за них проголосовали. Но во многом это же будет зависеть еще от такой вещи, например, как успешность вот этой вот волны молодых технократов. В 2016 году у нас прошел целый ряд назначений вот этих вот людей, там 30+. В 2017 году мы получили еще одну волну. И я думаю, что стоит в том числе посмотреть, насколько успешно действительно они окажутся. Им дали сейчас огромный кредит доверия, им дали фактически карт-бланш в регионах, поддержку федерального центра. Большинство этих людей не были никак связаны с тем регионом, куда они приехали. Но возникает вопрос, а насколько действительно этот эксперимент оказался удачным? Это мы можем узнать как раз где-нибудь к 2019 году, когда эти люди проработают хотя бы 2-3 года, чтобы можно было видеть, чего они добиваются. Ну и плюс, если речь идет о варягах, то возникает вопрос, насколько было бы логично действительно назначать человека извне, скажем, в национальные субъекты.
Вот у нас сейчас поставлен подобного рода эксперимент в Дагестане, когда назначен главой национальной республики, очень сложный, с большим количеством национальностей, человека со стороны. И я вот бы поостерегся, например, продолжать подобного эксперимента в других регионах. А сначала все-таки посмотрел бы, как там будет получаться у Васильева в Дагестане. Но что касается Егора Борисова, ну, собственно, он пришел на свою позицию в период президентства Дмитрия Медведева и заменил, в общем-то, предшественника, который не относился к титульной национальности. Поэтому я думаю, что с одной стороны из плюсов политики Егора Борисова можно обозначить ликвидацию клановости, то есть если раньше там мы говорили там вот эти кланы, другие, третьи, то сейчас в общем-то команда достаточно однородна. Риски это в первую очередь экономика, и во многом это, ну, в общем-то, не только от него зависит. Наличие проектов развития, каких-то стратегических проектов на территории республики, я думаю, это то, чем, в общем-то, стоило бы заниматься, потому что, ну, по экспертным оценкам пока вот эта составляющая может быть недостаточно развита, при том, что мы понимаем, конечно же, всю сложность региона. Ну и неоднократно звучала критика по теме национального вопроса. Я думаю, что учитывая то внимание, которое федеральный центр сейчас этой теме уделяет, мы это видим на примере там, Татарстана, Башкирии и так далее, мне кажется, очень важно для Егора Борисова демонстрировать то, что политика в национальном вопросе сдержанная, выверенная, без каких-либо перекосов. И это может стать одним из решающих факторов для решения о том, продлевать ли его, так сказать, полномочия на посту главы Якутии. Желаю жителям Якутии того, чтобы в первую очередь стабильно работала экономика региона, потому что от этого зависит бюджет, от этого зависят, в общем-то, все социальные обязательства. Желаю теплой, но не чрезмерной зимы, потому что я знаю, что в Якутии вечная мерзлота является где-то фактором стабильности. Желаю меньше конфликтов, больше поисков компромисса как в личной жизни, так и в политике.